Моя первая ураза. У каждого человека в жизни есть свои наставники. Когда мы только рождаемся, наставниками являются наши родители, но зачастую это представитель старшего поколения. В моем случае это была моя бабушка, папина мама. Я выросла в татарской семье, в деревне, и у нас родители не были в религии. А бабушка была очень религиозная, читала намаз, у нее постоянно в руках были четки, она держала уразу. Так как я была старшим ребенком и была очень любознательным ребенком, мне было интересно, о чем эта бабушка говорит, что она будет вставать на сухур, что она будет вечером кушать ифтар, что у нее осталось до ифтара несколько часов. Она все время об этом говорила. И мне хотелось держать с ней уразу. И я с ней в 10 лет с бабушкой держала уразу. Мама говорит, что ты держала только периодами, но, говорит, твое лицо было довольным и светилось от счастья. Отчасти это было общение с бабушкой наедине, чувствовать себя какой-то особой. И среди детей имею в виду, потому что нас было 3. И чувство сопричастности, вот это утреннее чувство сопричастности к чему-то особому, какое-то священнодействие, вот это чувство сопричастности, оно было очень ценным для меня в тот момент, хотя я была ребенком. И несмотря на свой юный возраст, все равно я запомнила, как какое-то духовное обновление, какая-то чистота, какая-то благость была во всем этом. У каждого человека в жизни бывают такие моменты, когда он слышит некий внутренний голос, и если он его не игнорирует, если он его слышит, то этот голос его приводит к благому. Так у меня случилось в 22 года. Внутренний голос мне сказал, что мне надо держать уразу. В религию полностью я вошла позднее, и я думаю, это был результат событий моего детства, влияния бабушки и дяди, а также Всевышний послал мне свой призыв именно вот через этот внутренний голос. Я сама искала в подростковом возрасте, сколько себя помню, с 13 лет искала смысл жизни. Перечитала всю классическую литературу, читала разных философов, цитаты и высказывания разных знаменитых людей, пыталась понять, что является нашим смыслом жизни. А ответ был дан уже давным-давно. Всевышним смыслом жизни является не наша мирская жизнь, не какие-то наши события мирские, а именно поклонение Ему. Так как наша молодежь сейчас пытается найти смысл жизни, слушая всяких психологов, разных блогеров, и как они выражаются, пытаясь найти какие-то смыслы, найти какие-то ценности в каких-то явлениях или действиях. Хотя как Всевышний уже об этом прямо указал в своей книге, для нас это Коран, что наивысшим смыслом жизни и самой главной целью является поклонение Ему. И одной из этих поклонений является ураза, когда мы наконец начинаем себя слышать, понимать, кто мы такие, понимать себя как личность, что мы себе представляем, именно когда мы физически себя сдерживаем, когда мы физически, так сказать, унижены. И мы понимаем, что мы являемся лишь немощными рабами Всевышнего, как Он и об этом говорит в Коране. Пусть Всевышний позволит нам провести этот Рамазан достойно, очиститься от грехов, приблизиться к Нему. И вот мы об этом никогда не задумываемся, а на самом деле праведные предшественники сахабы, они молились Аллаху о том, чтобы они дожили до следующего Рамадана. И пусть нам Аллах позволит встретить следующий Рамадан и получить его довольство.